Дорогой мой зритель, как вам новые схемы? Интересно? А скоро будет еще интереснее, потому что выходит полнометражный фильм «Мошенники». Не пропустите. Этой весной во всех кинотеатрах страны. Отборные сериалы и фильмы Все, что стоит посмотреть. в одной подписке. — 2008-2009 год рождения. Дети. Вы хоть понимаете, что вы сделали? Чего молчите? Маңға. Қолын шығарып алды мынау. Тұрғатаймай. Из-за каких-то 10-15 тысяч тенге стали соучастниками мошенников. Ага, мы честно не знали, нам просто сказали, карточки отдайте и все. Карточка – ваш личный документ. И никто ей не должен пользоваться, кроме вас. Мошенники называют таких, как вы, лыжниками. Сами дают копейки, забирают миллионы, уходят от уголовной ответственности, а в тюрьму сажают вас. Вас воспитывали же родители, говорили элементарные вещи. Нельзя доверять незнакомым людям. Сейчас в тюрьмах вот это поколение 20-леток, щеглов, любителей легких денег, закладчики, лыжники. Вам каждому грозит срок от 5 лет. Ағай, мы же по факту ничего не сделали. Ағай, мы же ничего не сделали, жібере салыңызшы енді, ағай. Бұре! Баламыз қандай сылайыншы, ағай. Ішінде алғыш далаға жазсын не үшін өзіңді тыңдамай өз сөзіңнен қашасың не үшін кіндігіңді көшеде ашасың не үшін қасықтап жинаған абыройды желіктеп шашасың И чё он говорит? Ну что, говорит, не лезь, не копай, пусть работают. Как обычно, короче. Понятно. Не, ну с другой стороны, шеф можно понять. По закону, если нет заявления, мы ничего не можем сделать. Это по закону. А по факту мы же знаем, что это все херня. Ну мы же знаем, что это пирамида и чем это закончится. Так тупо сидеть и ждать, пока они людей кинут. Понимаешь? Да понятно, что тупо. Все это понимают, и шефы, и АФМщики. Но представь, мы сейчас их закроем, да? А они возьмут назло нам и выплатят все 100% свою кладчику. Вот тогда будет. Мы будем опять крайние. Нас кончат, а они откроют новую пирамиду. Тоже верно. Господин капитан, разрешите? Чё там? К вам одна женщина пришла с той пирамиды. Хочет с вами поговорить. Где? У вас в кабинете. Ну, пойдем сходим. Как раз твоя тема же.
Да, вот такой цвет. У нас тоже? Ассаламу алейкум. Салимитси. Простите за опоздание, просто на моем майбахе быстро не разгонишься. Салам алейкум. Шеф, познакомьтесь, это у нас Айсулу и Медет. Очень приятно. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Ахмед. Какая у вас красивая жена. Честное слово. Не зря же говорят, за каждым успешным мужчиной стоит очаровательная, умная, красивая и мудрая. Жанерке. Очень приятно, Фархад. Очень приятно. Я вас слушаю. Фархад, Да. скажите, вы нам завидуете? Не понял. А что тут непонятного? Вы занимаетесь компанией Эко Электросити, копаете под них. Для чего вы это делаете? Сейчас на ваши вопросы ответит мой коллега. Бери. Что пишешь? У этой организации явные признаки финансовой пирамиды. И тут нет никакой зависти. Мы просто делаем свою работу. Какая финансовая пирамида? О чем вы говорите? Это нормальная компания, которая занимается тендерами. У нас и так в стране нет нормальной работы. Мы тут вносим последние деньги, вкладываемся, зарабатываем, открываем рабочие места. А вы хотите все испортить. Я знаю, как это в народе называется. Калайдижита. Вы занимаетесь рейдерством. Простите, Жанерке, да? Жанерке. Жанерке, мы просто проверяем эту компанию. И если вдруг все окажется нормально, мы перестанем ее мониторить. Хорошо? Это просто наша работа. Ваша работа. Я знаю, что такое ваша работа. Давайте я вам напомню, что такое ваша работа. Вы должны ловить бандитов, которые на улице, всяких воров, которые на улице бегают, а не заниматься нормальными компаниями. Вы нас не трогайте. Вы занимаетесь своими делами, вы просто нам хотите все испортить. Угу. Послушайте, 3000% годовых. Даже банки дают 14,5 максимум. Ну ладно, если бы они 30 или 40 вам обещали. Я это знаю, я сам попадался на такое. Ну 3000%, это же явная пирамида. Это во-первых. Во-вторых, сколько раз они выплачивали вам денежные средства? Какая вам разница? Это мои деньги, мои честно заработанные деньги. Я понимаю. Просто скажите, сколько раз они вам Допустим, выплачивали? 2 раза. Вот. А сколько вы находитесь там? Около года. Прижылдыхши я. В год 2 выплаты, правильно понимаю? А по договору раз в месяц. Вам не кажется это странным? На это есть у меня объяснение, я вам все объясню. Дело в том, что это иностранная компания, заграничная. И у них свои иностранные заграничные тендеры. И нам выплатят обязательно эти деньги. Просто нам надо немножко подождать. Там наши деньги зависли в швейцарском банке. Как они там все решат, нам выплатят эти деньги. Нам просто надо подождать немножко. Нам просто... Это решаемо же. Вы сами слышите, что вы говорите? Я понимаю, о чем я говорю. Они вам выплатили деньги, вошли в доверие. Теперь собирают деньги с других людей. И как только соберут огромную сумму, тут же свалят. Вот здесь вот. Ой, вот это вот все мне не надо показывать. Бундайдин талайн гургим, охам, я все это знаю. Давайте договоримся, что вы не лезете к нам, ничего не изучаете, ничего не смотрите. Иначе мы позовем сюда народ, блогеров, телевидение, журналистов позовем, понимаете? Или митинг организуем, народ пригласим сюда. Или прям хотите здесь, хотите перед прокуратурой. Я надеюсь, вы меня услышали? До свидания. Ну, что скажешь? Да, что говорить. Будем ждать, пока пирамида лопнет. По-другому же они не хотят. Че за люди у нас глупые, а? Ведет, напомните мне, пожалуйста, вы какой ЖК хотели купить? ЖК Блюмер. Блюмер. Просто мы сейчас очень много начали строить ЖК, я уже путаю. Вы скажите, если, может, другие варианты есть, мы рассмотрим с удовольствием. Да. А у нас есть другие варианты? Конечно, шеф, я же вчера с застройщиками встречался. Вот они мне скинули вариант. Пожалуйста, Айсулу, Маке, откройте, посмотрите к вашему представлению. ЖК ИПЕК ЭВИ называется. Очень-очень классные квартиры. Во-первых, все рядом, абсолютно. Больницы, школы, садики. Все на территории. Подземный паркинг.
4 бассейна. Вот, кстати, первый бассейн огроменный, еще 3 есть внутри, спортзал. Все абсолютно в бесплатном доступе. Сразу предупреждаю, к сожалению, увы, только 3-й и 8-й этаж могу вам предложить, но эти квартиры с видом на море, поэтому нужно цеплять. И к вашему сведению, в этом ЖК каждая квартира оснащена системой умного дома. Медет, это не Казахстан. Это у нас там. Перед тем, как купить квартиру, много чего пообещают, а потом не выполняют. В Турции не так. Самое главное для нас – это репутация. Поэтому все, что он сейчас вам рассказывает и показывает, 100% будет. А цена какая? Там стоимость всего лишь 7... О, кстати, да, давайте угостим вас, Ахмед. угощайтесь, дорогие гости. Еще что-нибудь? Спасибо. Спасибо. Маке, там по стоимости всего от 70 тысяч долларов. Медет, за эту сумму вы купите максимум двухкомнатную квартиру где-нибудь там в трущобах, вы же понимаете это. А где расположен ЖК? Вот ваш ЖК. С видом на европейскую часть Стамбула. А в домах напротив, между прочим, 93% квартир уже продано. И, кстати говоря, посмотрите, какой здесь ритм, какая энергия, какой вайб стамбульский. Но если вдруг вам захочется тишины, спокойствия, то пойдемте дальше. Пойдемте. А подскажите, как тут с коммуникациями, когда это все вот подведут? А вы не переживайте, местные власти уже приступили к работе. Ну, все здесь делается своевременно. Ну, это же не Казахстан, вы же понимаете. Ну, вот та самая азиатская часть Стамбула. Да. А где что будет? А здесь будет самое интересное. Помните, я вам рассказывал, что рядом с ЖК будут расположены 4 бассейна? Да-да-да. Так вот, они будут расположены прямо здесь, прямо под вашими окнами. Мама. Купаться можно круглый год. И детский, и взрослый, и с подогревом. Шикарно. Это хорошо, да. Жирный плюс этого дома – то, что здесь находится действующая подстанция. То есть даже если во всем Стамбуле отключат электричество, то у вас, конечно, оно остается. Это очень важно, это круто, кстати. Шикарно. Давайте еще раз все-таки полюбуемся красотой этого вида. Как же здесь все-таки спокойно. Какое умиротворение. Просто представьте, вы просыпаетесь с утра, завариваете горячий кофе, подходите к панорамным окнам, попиваете кофеек и любуетесь этим прекрасным видом и встречаете первые лучи солнца. Очень красиво здесь. А между прочим, здесь живет вся элита Стамбула. Вы покупаете квартиру в ЖК «Ипек Иви» на 8-м этаже с площадью 135 квадратных метров, стоимостью 145 тысяч евро. Все правильно? Да. Супер, отлично. Маке, по поводу оплаты. Все просто. 30% оплачиваете напрямую застройщику, 60% после котлована, ну и остаток суммы вы добиваете во время строительства. Мы открываем вам лицевой счет в налоговой и выдаем вам тапу. Извините, мы первый раз покупаем квартиру в Турции. Что такое тапу? Да. Тапу – это документ в Турции, носит юридическую силу, подтверждает то, что вы являетесь собственником квартиры. Вы можете оградить себя от сторонних договоров с клинингом, ком-услуги, ну и так далее. Угу. А вот у меня наличка с собой, мне получается ее вам, да, сейчас оплатить? Нет, Маке, ни в коем случае. Мы никогда не берем деньги от наших клиентов. Так делают наши конкуренты, но не мы. Это подтверждает факт того, что все наши сделки, без исключения, со 100% гарантией чистоты. Медет, я повторюсь, самое главное для нас – это репутация. Поэтому никаких наличных денег, только перечисления. Все должно быть прозрачно. Понимаете, да? В нынешней ситуации, в мире, столько мошенничества, ну и так далее. Поэтому вы хорошо спите, и нам хорошо.
Хорошо, а то я думал, мне нужно несколько раз сюда прилететь с деньгами. Нет, Маке, вы же в Алмате живете, зачем? Ну, просто перечисления будете оплачивать. Не утруждайте себя, все нормально. Дед, я, конечно, не настаиваю, не давлю на вас, но вы же мои изъемы. Самое главное, вы должны запомнить, что наши квартиры уходят как пирожки. Главное, чтобы завтра никаких обид нам не было. Вам надо просто подписать предварительный договор. Опять же, повторюсь, я на вас не давлю. Просто я смотрю по вашему настроению, вроде бы вы что-то решили, да? А вот и мой любимый момент. Именно сейчас этот человек совершает одну из своих самых главных ошибок в жизни. И если вы до сих пор не поняли суть моей схемы, сейчас я вам все подробно расскажу. Как я и говорил ранее, 3 года назад, в Турции я открыл собственное агентство недвижимости. По документам моя компания максимально прозрачная. И как вы уже помните, я встретился с застройщиками, то есть с Мустафой. Моя задача была убедить застройщиков, чтобы они давали мне квартиры для продажи гражданам Казахстана. И главное, давали реквизиты счета, чтобы вы могли произвести первый платеж. Запомнили? Первый платеж. Вы спросите, для чего? Для гарантии застройщика и клиента. И, соответственно, логичный вопрос: какая будет выгода для нас? Выгода в том, когда клиент отдает 30% застройщику, он получает полную гарантию. Их деньги в надежных руках. И если возникнут сомнения, клиент может позвонить в строительную компанию. Я хотел уточнить, мы через агентство недвижимости у вас квартиру покупали в ЖК ИПЭК Эви. Внесли 30%, и вот хотел узнать, они вам поступили? Подскажите, пожалуйста, ваш номер договора. Сейчас. 137 43 28. Аяпханов Медиа, это верно? Да. Да, 30% от стоимости квартиры поступили на наш счет. Ну все тогда, отлично. Хош чакал. Хош чакал. Ну чё, хозяйка новой квартиры в Турции, поздравляю. Да, действительно, это отлично. Потому что в этот момент человек теряет свою бдительность. Он расслабляется. Ну а теперь остальные деньги я попрошу отправить уже на другой счет. Якобы счет застройщиков. Подскажите, а почему тут другой счет? Но вы же понимаете, что это не физическое лицо. Это большая строительная компания. Какой счет они нам выставляют, такой мы вам и отправляем. Все понял, Ереке. Как скажете, оплатим. Жертве отправляя деньги, даже не подозревают, что на самом деле это счета частных лиц, который обналичивает мне всю сумму, а после переводит в криптовалюту и забирает некий процент. А учитывая то, как я вошел в доверие жертвы, он даже не будет проверять эти счета. Тем самым добровольно отправит нам остальные 60% своих денег, а те оставшиеся 10% это ему, так сказать, на чай. Таким образом, за 1 год мне удастся продать больше 40 квартир и заработать около 10 миллионов долларов. Клиенты не подозревают, что за продажей стоят мошенники, ведь дом строится, вот только при сдаче выяснится, квартира не их. Хочешь получить? Плати еще 60%. Или останешься ни с чем. Как это ни с чем? А вот так. Ну смотри, ты оплачиваешь 30% напрямую застройщику. Застройщик получает бабки, правильно? Да. Двигаемся дальше. Начинается строительство дома. Я приезжаю на объект, все фоткаю, скидываю вам, тем самым держу вас в курсе. Ну, тем более вы уже позвонили застройщику и убедились, что бабки сели. Правильно? Да. А вот тут была ваша главная ошибка. Потому что вы поверили нам. И теперь остаток суммы вы оплачиваете не застройщику, а нам. Тогда мы обратимся к застройщику? Да, вы оплатили 30%, но Да. после этого ваши деньги уже не поступали ко мне. Тогда кому они поступали? Здравствуйте. Нам.
все деньги поступали нам. И таких, как вы, больше 100 пострадавших. И я хочу вам всем сказать, забудьте эти деньги. Вам их никто не вернет. Да мы на вас в полицию обратимся! Имеете право. Да мы на вас в суд подадим! Можете подать на нас в суд. Даже для разнообразия вы можете в турецкую полицию заявление написать. Хотя они навряд ли вам помогут. И что теперь делать? Я даже не знаю. Хотя я вам могу дать совет на будущее. Самое главное, не доверяйте людям. И будьте бдительны. Перепроверяйте любую информацию. И, возможно, тогда вы не попадете к нам, к мошенникам. И самое главное, не доверяйте никому. Дорогие друзья, я бы хотел от всей души поблагодарить вас. Без вас у нас бы ничего не получилось бы. А также я бы хотел поблагодарить себя. Потому что, если бы не я, это мошенничество не было бы так красочно, как ваши аплодисменты. Также я хотел поблагодарить своего помощника. Я думаю, он заслужил эти бурные аплодисменты. А также, прям вот от всей души хотел бы поблагодарить наших инвесторов. Потому что без вас мы бы не заработали бы столько денег. Ну и, конечно же, мой партнер с Турции, Мустафа. Мустафа, сам не зная того, попался на наше мошенничество. Спасибо вам. Спасибо нашим зрителям. Спасибо, вот я вижу здесь много лиц, я вас давно не видел, ребят. Как там? Как там в тюрьме? Все хорошо у вас? Все хорошо? Я очень рад. Ну что, ребят, спасибо вам еще раз. Я думаю, мы еще скоро увидимся. А нет, я точно знаю, мы скоро увидимся. Эту хату взяли! Успокойся, блядь, откуда я знал, что он нас кинет? Как не знал, как не знал? Ты же говорил, что у тебя все под контролем! И что ты орешь? На счету застройщика! Не ори, блядь! Что на то пошло, кто эту тему начал? Кто сказал, блядь, в Турции хочу жить? Давай там хату возьмем. Я, значит, виновата, да? Значит, я виновата, по-твоему, как обычно. Из-за тебя я взяла кредит на маму! Харамет полный! Иди! Куда ты пошел? Куда? Ах, да! Да что? Жалған күлкі Көздерінде жалған толы Сөздерінде сыр бар түрлі Іштерінде өздерін алдап Тағы өзгені арбап Жалған махаббат Сөзімдері жалған достық Сенімдері көбінің жылтырап Көздегені бәрі жай ғана Көрініс бояма Всем выхватывали, потом тебе. А я тебе сразу говорю, нахуй это Турция! Прости меня, пожалуйста.
Я не знаю, когда вы все поймете, что все акции, все скидки – это просто развод. Запомните, если вы увидите любое объявление по заниженной цене, неважно, будь это квартира, там будет в любом случае какой-то подвох. А как так произошло? Я же оплатила в нотариусе эту квартиру вот на мое имя переоформили. Да, но все эти документы были липовыми. У них же был свой нотариус. Вам нужно будет покинуть эту квартиру, это из хозяев. А деньги? Мне кто-нибудь вернет? Мы как судебный исполнитель. Такая же ситуация может произойти не только при покупке недвижимости, но и при покупке машины. Братан, а там пин-код еще старый, да? Ты не поменял еще на стойке? Да, не успел. Если вы увидите машину ниже стоимости рынка, не торопитесь, подумайте. Но больше всего вы можете нарваться на мошенников, когда покупаете дешевую технику. Например, вы купили телефон по заниженной цене, вам его доставили, но вдруг вы узнаете... Этот телефон 3 месяца уже в розыске. Вот заявление настоящего хозяина. Где его взял? Через интернет? Есть данные продавца? ИН, БИН организации. Ты как оплачивал? Через банкомат, ну, кажется, не наш, казахстанский был. Молодец, что сказать. Сколько вам говорить? Через интернет нельзя деньги отдавать. И что теперь будет? Его мы забираем, вернем владельцу. А ты пока пиши заявление. Будем искать этих мошенников. Согласитесь, обидно. Получив товар, возвращать его обратно. Но еще обиднее, когда ты отдаешь деньги, так и не получив Я товар. хотела купить у вас ноутбук. А можно узнать, почему цена такая низкая? Хотите, можете дороже покупать. Нет, я имею в виду, типа, он в хорошем состоянии или нет? А оригинал это или подделка? Конечно, оригинал. У официалов брали. Все круто работает. Мне сейчас новый подарили, поэтому продаю. Если интересует, можете подъехать. Так, вот, да, давайте. А скажете адрес? Если вы конкретно будете брать, вы сначала предоплату отправьте, потом с общей суммы, если что, вычтем. Хорошо, а сколько будет предоплата? Я в шоке от вашей глупости. Причем есть люди, которые вносят полную оплату за товар, даже не видев его. Поэтому убедитесь, проверьте, есть ли такой человек, есть ли такой магазин. Это же не сложно. Вы начинаете вестись, теряете свою бдительность и становитесь уязвимыми, после чего попадаете в наш капкан, с которого выйти очень сложно. Да, слушаю тебя. Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуй, Рената. Нормально. У тебя как дела? Недавно вкладчики приходили, требуют своих выплат и сказали, если мы не выплатим, то они подадут на меня в суд. Да это же пустяки. Не переживай, все хорошо. Я вот буквально недавно разговаривал с юристами, и они сказали, что все нормально. Счета уже разблокировали. Я думаю, на этой неделе, максимум месяц, и мы все оплатим. А это точно, да? Конечно. Ренат, посмотрите на эти глаза. Они разве могут обмануть? Хорошо, отлично. Я уже начала переживать, я думала, все, меня посадят. Жаным Сол, не переживай. Еще раз говорю. Ты самое главное, заключи с ними договора, с складчиками. И скажи, что в этом месяце будет вся выплата. Хорошо? Договор от имени компании? Да. И самое главное, все подписывай сама. Поняла? Все, не переживай. Все будет хорошо. Ребята, мошенники очень хитрые. Поэтому они раз в неделю только серию дают. Проходите по ссылке в описании и посмотрите следующую серию. Пирамида – это не бизнес. Это красивая ловушка для жадных, которые хотят заработать легкие деньги. В нее очень легко привести людей, как вкладчиков, так и сотрудников. Потому что все эти люди ведутся на халяву. Неужели закон должен вступать в силу, когда люди что-то теряют, а? Почему их не поймали? Почему не арестовали? Я туда 2,5 миллиона тенге вложила. Кто мне возместит ущерб, а? Кто мне вернет мои деньги? А вот это вот страшно.
окей, бәрі білет бұл қыз тез кел дейді. Бірақ кактус ешкімді білмейді. Ойында аудит, мен қосамын бонсын омай дик. Сосын сыпайы аудит, ақша түскені қайдан білейді. Жалдап алдым Lamborghini, әлде бұл Tesla мобиль. One shot, бір шату, көт сату, түнде жұтату. Ойлап жай жату, табу, ради рандеву. Ақшы money cash, кәне мұнда кэш. Таусыз кекеш веш, бұтталаймын фреш. Бұл стейк